Всем привет-привет! С вами канал Life. И я решила сегодня прогуляться. Сегодня у нас 28 ноября. Надеюсь, меня вообще слышно. Я иду, чтобы найти для своего папы кусочек янтаря и послать ему в итоге коллекцию из разных камней. Вот такая задумка у меня сегодня. Я ему купила друзу аметиста, друзу горного хрусталя, агат, турмалин черный, цитрин, нефрит. И вот хочу добавить янтарь в коллекцию, чтобы было интересно. Сейчас куда-нибудь зайдем. Тут есть амбер-маркет, а здесь украшения, сувениры. Так, ну попробуем в украшения, сувениры зайти. Интересно. Так, кораблик-то почем? 1000. Здрасте. У вас с камерой можно заходить? А что вы хотите снимать? Для чего? Для своего жизненного блога. Я хотела папе камушек выбрать, ну, янтарик. Спасибо. Я не вас снимать. Ух ты, кольцо. Кольцо, интересно. Тут еще колечко есть. Так. Ого. Так. Кораблик. А скажите, а простые есть? Вот здесь, наверное, да? Какие-нибудь кулончики, знаете, такие простые, без инклюзов. Простые подвески. Да. Ну, здесь серебро по золоте, дальше серебро, подвески. Насколько простые? Да мне нужен... Кусок янтаря? Да, мне нужен кусочек янтаря, но не за 14 тысяч. Как бы 14. Я так посмотрела, там такие цены интересные. Золото. Ну вот для примера посмотрите в серебре. Сейчас, минуточку. Тут еще гляну. Тут есть. В серебре. Это вот эти, да, в серебре? Так, а что тут у нас? Ага, паутинка даже есть. Ну-ка, интересно, так в паутинке сделали. Но это такая сильная тепловая, да, обработка. Так, что еще? Что-то более такое, знаете, не с сильной обработкой, конечно. Так, ух ты, это прям... Листик. Листик красивый, конечно, листик. Сколько он стоит? Она не хочет мне рассказывать. Да, поняла. Это как бы подвеска, да? Да, это все подвески. Ну, красивая, конечно, подвесочка. Красивая. Так. Здесь необычно. А просто камушков нет у вас, да? Только вот... Ну вот сейчас нет. Сейчас нет.
Всего полно еще, оказывается. А эти почем? Какие красивые. 1000. А каждый что ли по 1000? Любой? Ну, кроме вот этих вот прессованных, да. Так, это обработка. Если вам надо Это прям красиво. совсем в корке, чтобы не обработанный был, То он дорогой, я знаю. он самый дешевый. А, дешевый? Не, ну есть такие, знаете, дорогие наоборот, с коркой, но дорогие. Что в тебе сидит? Что в тебе сидит? Мох. Ух ты, вот это тоже интересный, но Наверное, это тоже... такой какой-нибудь неполированный, да, хотите? Не, Нет? но этот тоже красивый. А этот почем? Это брелок. Да, я Ну, вижу, где-то ага, по 200 200, рублей. да, брелок. Интересный кусок вот. Хоть бы одно голубое, вот я бы его. Это есть чуть-чуть, может, голубого. Он же, видите, там начинает примеси и создавать, ну, вот, то, что интересно вот сейчас многим. Черный янтарь, голубой янтарь. Он же создается просто тем, что туда что-то попало. Белый. Это интересный прям кусочек такой. И вот этот тоже красивый очень. Ну вот я, наверное, тогда... Ну, возьму вот этот кусок, ладно. Так. Мне подарили мышку. Это я рассказываю. Не переживайте. Я вас не снимаю, все только. Ага, хорошо. Ну, я сняла, что это вот я в ваш магазин зашла для рекламы тоже. Потому что смотрят люди. Может, тоже сходят сюда что-то купить. Спички. Картины-то какие у вас висят? Картины-то произведение искусства кто-то создал. Спасибо большое. Спасибо, приходи. Здорово. Такой хороший магазин оказался. Вот купила кусочек янтаря. Вот тут вот Галямов Дмитрий Сергеевич. Предприниматель. Янтарная радуга. На Ленинском проспекте. Вот здесь вот ориентир. По проспекту. Чтобы еще какие-то сделать свои приобретения и потом
Во вторник я буду всем отправлять посылки, которые люди у меня заказывали. Амулеты заряженные, браслеты в разные страны и по России. И хочу вот папе отправить коллекцию камушков очень красивых. Я их потом покажу тоже. Какие у меня там камушки есть для того, чтобы ему отправить. Всю коллекцию покажу, интересно же. Вот собрала для него подарок такой. Это не на день рождения, это на Новый год уже. Просто, конечно, еще рано до Нового года, но у нас нет такого четкого регламента, чтобы какие-то дарить подарки вот именно в день праздника. Ну, ничего не заведено, нет каких-то семейных традиций, никто регулярно ничего не дарит, и вообще никогда. И просто иногда хочется какой-то душевный порыв, чтобы было интересно. Вот что, когда у людей все есть, и не знаешь, что ты подаришь. А тут, когда я начала уже вплотную собирать свою коллекцию разных камушков, то мне просто захотелось сделать, ну вот, человеку, которому тоже это интересно, коллекцию камушков небольшую. Но она же небольшая, там может быть их будет штук 10. Но это может быть довольно интересным. Вот. Если я найду янтарик без подвески, то вышлю его. Но я думаю, что я этот буду высылать, потому что он очень красивый, хоть он и прикреплен к держателю, но у него есть своя история. Это видно по самому камню. Так, кто мне там пишет? Кто-то, но я не понимаю, кто. Ага, никто не пишет. Оказалось, это уведомление от Viber. Вот, когда мне пишут Viber, бывает такое, что никаких нет уведомлений. Зато когда не пишут, когда приходит уведомление, что кто-то добавился в Viber. Сейчас я вам покажу, как в Европе сейчас жуть. 11 ноября вышли постановления о том, что обязан каждый магазин по количеству своего объема территории пускать туда клиентов, покупателей. И если он так не делает, он будет оштрафован. Поэтому в торговом центре на общей площади просто куча очередей народа. Сейчас суббота, да? 28 ноября, суббота. И, естественно, куча народа собирается. И в холле стоят, чтобы что-то купить. Вот. Я вчера выходила и видела такие жуткие очереди в пятницу. Вообще просто. О, пошел дождь. У нас сейчас ураган по имени Таня. Циклон. И то дождь, то иней, то снег, град. Ну, не снег, град. То очень сильный ветер. Погода просто фу. 3 градуса. Но по ночам бывает и -1, и 0. И даже обещают -2. Ух ты, привет, Галка. Не бойся. Вот, обещают даже -2. Мне в торговом центре нужно тоже прогуляться, что-то посмотреть для себя. Вот. Так что идем. Вот я уже захожу в торговый центр. Нужно обязательно заходить в маске. Вот так. Так же, как во все остальные магазины. Вот это да! Вот это елка! Елки-иголки! Какая же елка! Вот смотрите, как теперь можно попасть в Рив-Гош. Часика через 2, наверное. Дети все фотографируются. И вообще тут все играют, всем весело, интересно.
Такая елка красивая, прям шикарная. Видите, какая. Вот, сейчас фотографируется. Вот про такое поведение и сиди дома. У меня сегодня сын. Смотрите, в айс-центр. Какая очередь. Короче, я говорю, а у него гайморит начался. Из-за того, что мы ездили на море тогда. Помните? В Зеленоградск на 3 дня. И он еле-еле начал чуть-чуть оправляться. И, короче, он такой сегодня мне заявляет, я с тобой пойду гулять, но без шапки. Я говорю, в смысле ты пойдешь со мной без шапки? Неужели яблоки настоящие? Нет? Нет, не настоящие. Я говорю, как ты со мной пойдешь и без шапки? Это как? А он мне говорит, вот так я без шапки красивый, а в шапке некрасивый. И я никуда тогда не пойду, если ты меня заставляешь идти в шапке. Я говорю, хорошо, сиди дома. А я вот не стесняюсь, я абсолютно даже в шапке. Хочу сделать селфи с елкой, хоть и в маске. Это будет очень здорово. Так. Фотографируюсь. Вот так. Здорово. Пойду дальше гулять по торговому центру. Конечно, хочется в какой-то магазин, но в каком же нет очереди, вот в чем вопрос, нужен ли мне он. Смотрите, какой автомобиль тут стоит. Так, сладости продают. У нас Рахат Лукум уже полгода дома лежит. И никто-то его не ест. Так, ну, Амбер Холл надо посмотреть тоже. Потому что я что-то найду интересное. Здесь в стиле ручной работы. 7570 рублей. Красивые изделия ручной работы. Тут у нас апельсины. Апельсины. Серебро тоже есть. Браслеты. 1,5 на резинке. А у меня тоже по 1,5. Только уже с пересылкой и зарядкой. Тут всякие масла. Мыло. Кольца. Еще браслеты. 2, 5. Есть вообще вот такие простые, из необработанного совершенно янтаря. Я боялась увидеть очередь в Зару. Но что-то ее не вижу. Странно. Ух ты. Какая у них люстра. Только посмотрите на это. Часы. Для маленьких. Зара. Зара без очереди. Это вообще шедевр, конечно. Вчера в этом в Санлайте все мерили температуру и брызгали санитайзером. Зара без очереди. Это что-то. Ух ты. Круто. Статуэточки. Кошки. Целая коллекция кошек. Какая красивая маска. Здорово. Котята. Вообще очень понравилось. Ой, мама, смотри, камеру забыла. Дешевле.
Классно, да, да. О, Sony центр. Телевизоры. У меня сын прям хотел такой телек. Вот этот 329 стоит. Этот по 64, значит, не такой. А вот эти 4К или 5К они называются. 139. Скажите, сколько стоят наборы свечей вот эти вот? Как узнать? 300 рублей. О, отлично. Да, конечно. А вот такая вот юбка, только чуть поменьше. Да, есть. И сколько стоит? Смотрите, вот это 270, следующий 240, 20 тысяч поменьше. 210, 13 500. Есть много вещей, да? Надо поспрашивать, да, это. 240, это будет, наверное, вот боковым. Свечки возьму. Можно, да, снимать здесь? Ну, вообще нет. Нет. Боже, а как этот шедевр не снять? Это же... Я извиняюсь. Я выхожу. В общем, я купила подарочную коробку. Сейчас покажу. Вот такую вот подарочную коробочку взяла, чтобы упаковать свои камушки. Такая шикарная. Ну и свечи. Вот. Так что все. Шикарный магазин Протея называется. Жду, надеюсь, что мой муж скоро закончит свои дела. Вот этот магазин, книжная лавка, вообще никогда не пускает снимать видео. Он шикарный. Вот. Дама. А тут на входе не висит, что нельзя. Я не здесь заходила. Ну, кажется, начался дождь. Ну, это неудивительно с нашей Таней, с ураганом. Погода меняется каждую секунду, каждую минуту. Надеюсь, что Владимир Николаевич уже скоро меня встретит. Смотрите, до сих пор цветут бархатцы. Представляете, я отражаюсь в окне. Я иду проверять, работает ли банк сегодня. Потому что я мечтаю
сходить наконец со своим мужем в банк. Вы, я надеюсь, тоже все мечтаете сходить с мужьями в банк. Мне нужны от него. Как вы считаете, что в банке? Денежки. Денежки. Мне нужны денежки. Сейчас проверим. Я в Спаре. Всякие штуки есть, такие красивые, прям подсвечники. Интересно, сколько они? По 489. 99. Ангелочки. Девочки. Дед Морозы керамические. Елочки. Школьная елка. Шесть. Шарики. Ух ты. Что? Гномы. Если вы совершили покупку от 600 рублей, то не забудьте забрать у кассира свою фишку для вклеивания в карту «Елочка сокровищ». Ведь каждый, кто соберет все фишки, получит отличный шанс выиграть. Здорово. А вот такие сувениры. Дед Морозы. Всякие эти штуки. Баран. Овца или кто там. Вот. Мне нужно чем-то наполнить коробочку, чтобы было красиво, чтобы смотрелось. И для этого нужны вот эти штуки. Вот. Сейчас еще что-нибудь посмотрю. О, мишура. Можно мишуру положить еще. Будет здорово. Точно. Я пошла на кассу. Расскажу. Вот этот стоит, значит, 180 рублей. Вот это вот 210 рублей. Это 80. А мишура не знаю сколько. Итак, надеюсь, что сейчас будет видно. Я сейчас буду делать упаковку подарка для своего папы. Вот такая вот коробочка у нас есть. Я ее купила. Все видели где. В магазине Протея, по-моему, так называется. Вот мишура. И нужно эту мишуру, естественно, вот так затолкать в коробку. Всей вот этой травянистой кучкой. Вот. Так вот заталкиваем. Да посильней. И вот смотрите, у меня здесь есть камни. Это вот, например, аметистовая друза. Янтарь наш, который мы купили с вами. Цитрин, пару камушков. Флюоритовая пирамидка. Видите, какая она красивая, интересная. И вот у меня флюоритовая пирамидка. Вот, видите, моя. Она совсем бледненькая. А здесь прям очень яркий флюорит. Ну, сделали вот так из хорошего кусочка флюоритовую пирамидку. Также у нас есть нефрита кусочек, есть горный хрусталь вот такой красивейший, черный турмалин, кусок черного турмалина и агат, кусок агата. В общем, это все шикарно будет сейчас смотреться. И вот, смотрите, нужно вот в эту коробку, здесь видно, будем складывать нашу коллекцию. То есть вот мы берем вот так вот флюорит, горный хрусталь. Видите, вот он в травке там будет лежать. Аметист, янтарь закладываем.
янтарь. Так, что еще? Агат, черный турмалин, пару кусков цитрина, нефрит. Так, вот здесь можно розовый кварц вот так вот прям наложить немножко. Вот, видите? Вот так получается такая коллекция. И все, и сверху можно украсить вот этими зверями. То есть вот так вот их кладете, как вам нравится. Вот. Вот так. Фея, олень и Санта-Клаус вот такой звездочкой деревянный, шикарный. Вот так кладете, и у вас получается вот такой сюрприз. Видите? Сюрприз. Это здесь, значит, в этом сюрпризе целая коллекция камней. И все. Вообще, если даже так оставить, ну, то даже посылкой вы пошлете, оно не разобьется совершенно. Перевяжете коробку и все, да? Вот. Но лучше, конечно, камень каждый упаковать отдельно. Вот такая вот коробка у нас замечательная. С вот такими вот сюрпризами на скорый Новый год.